Но в то время, как я терзалась такими мыслями, глухарь, наоборот, страшно поэтизировал эту пайку хлеба. «Вы останетесь живы, слышите?» — шептал он мне во время работы по-немецки. «Вы выйдете на свободу, потому что вы дали хлеб своему врагу. Я ваш друг навсегда. Я готов за вас отдать жизнь». К несчастью, в самое ближайшее время Гельмуту пришлось делом доказать серьезность этого заверения. Дело в том, что пришла к концу недели, которую Ахмед Ага дал мне на то, чтобы отъесться. Все чаще я ловил на себе его плотоядные взгляды. А когда однажды утром он, распустив вовсю свой павлиний хвост, преподнес мне большой пуховый платок, придурки легко добывали такие вещи из дескамеры, где грабили новеньких под предлогом дезинфекции. Я поняла, что передышке пришел конец. Придется снова отправляться на общий. Нет, спасибо, мне не надо этого платка. У меня есть лагерный, он теплый. Ахмед плотно сжал губы, и рот его стал похож на захлопнувшийся капкан. Знаю, что ты культурный. Сказали мне, что раз культурный, нельзя сразу. Ахмед ждал, кормил. Сегодня культурный, завтра культурный. Сколько можно быть культурной? Он раздраженно отошел от меня, но через час потребовал, чтобы я зашла к нему в коптерку. Возьмешь тряпки для пол мыть. Я давно просил у Ахмеда новую половую тряпку. Предлог был удачный, но мне все же было страшно идти в темную коптерку. Да нет, не посмею. Здесь все рядом, все слышно. Я закричу, если он. Но на всякий случай торопливо нацарапала Гельмуту записочку. Ахмед вызвал коптерку. Следите. Он успокоительно кивнул головой, и его глубоко сидевшие глаза зажглись фанатическим огоньком. Под потолком коптерки тлела красноватым светом маленькая лампочка. Ахмед в позе присытившегося падишаха развалился на мешках с тряпьем. «Не хочешь платок? На вот это!» Длинное ожерелье из каких-то нестерпимо сверкавших стекляшек победно позвякивало в его руках. Видимо, его великолепие полностью отражало цветение его шеф-поварского сердца, и теперь он считал свое дельце вполне слаженным. Мой отказ принять подарок пробудил в нем неандертальца. Дверь, к которой я бросилась, оказалась запертой на ключ. Я закричал. На меня надвигался рот-капкан, сверкающие угли крымских глаз. Вдруг хлипкая дверь коптерки дрогнула, заскрипела, подалась вперед, рывок, и я увидела Гельмута, лежащего на полу с оторванной дверью в руках. Казалось, что он отброшен волной гнева, которым пылало его лицо. Не то раненый гладиатор, не то средневековый охотник, одержавший победу над диким кабаном. Секунда молчания. Затем взрыв обоюдных немецко-татарских проклятий. Впрочем, Ахмед быстро перешел на русский. «Я вам покажу, сукины дети!» «Стакнулись, значит? Глухарь, значит, лучше, Ахмед. Сейчас к нарядчику пойду. Обоих выгоняю. На трассу оба. В такой этапчик у меня загремите оба, чтоб костей не соберете». Но шеф-повару пришлось отложить на несколько часов свою кровавую месть. Прибежавший староста возвестил появление на нашей территории еще одного огромного обратного этапа с прииском. «Быстро! Срочно организовать кормежку, а то мрут на ходу, а ты отвечай за них». «Что? Снимать с работы? Нашел время. Командуй давай. Всех за полчаса накормить». Ахмед заметался. «Глухарь пусть один моет», — скомандовал он. «Нечего им там рядышком колдовать, а ты марш на раздачу. Покантуйся напоследок». Я стою у раздаточного окошка, методически опуская черпак в бачок с баландой, вручаю полные миски каждому из проходящей передо мной очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов, мешки, обмотанных тряпками с черными отмороженными, гноящимися щеками и носами, с беззубыми кровянистыми деснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гои? Какой-то апокалиптический ужас сковывает все мое существо. Но я продолжаю яростно мешать баланду в бачке, чтобы налить им погуще, посытнее. Идут и идут. Нет конца их черной очереди. Берут негнущимися пальцами миску, ставят ее на край длинного, сколоченного из досок стола и едят. Вкушают баланду как причастие, как будто в ней вся тайна сохранения жизни. Вдруг один из них наклоняется ко мне в окошко и просит: «Погорячей там нельзя ли? Кишки прогреть».
очень горячее. Ешьте на здоровье, товарищ, говорю я, плача, и вдруг слышу его громкий крик. Братцы, да тут баба, Митька, подь сюда, баба здесь, право, Господи, 3 года из бабьих рук щей не хлебал. Нет, это не Ахмед, не крымский шеф-повар. Это мужик, простой русский мужик, отец семьи, уже 3 года живущий на страшном колымском прииске жизнью бесполого вьючного животного. На приисках они не видят женщин годами. И эта миска из моих рук пробудила в этом человеке совсем было угасшее человеческое. «Плесни еще добавочку, голубка», — просит он через несколько минут, подходя с другой стороны окошка. «Мила ты моя бабонька, скажи что-нибудь своим бабьим ласковым голосом, хоть послушать, как оно было раньше-то». Он протягивает миску своей огромной, когда-то сильной рукой. Рука земледельца, рука каменотеса с большим черным ногтем. «Спасибо, родная. Дай тебе Бог детишек своих повидать». Я вдруг наклоняюсь в окошко, притягиваю к себе его голову и целую его в беззубый, обросший колючей щетиной рот. На следующее утро Верка-нарядчица очень часто повторяла тревожную формулу: «Налево, отставить». Формировался большой этап в тайгу из наших тюрзаков. Я была отставлена одной из первых. Не знаю, приложил ли к этому свою мстительную руку Ахмед Ага. Вернее, просто я попала в общий список отправляемых в знаменитый таежный совхоз «Эльген», куда все наши больше всего боялись попасть. И куда почти все все-таки рано или поздно попадали. Я успела нацарапать записочку Гельмуту и сунуть ее с тем, кто шел на горкомхозовскую командировку. Но получил ли он ее и как сложилась судьба этого судомоя-рыцаря, пожертвовавшего из-за меня спасительной крышей, я так и не узнала. Глава 7. Эльген по-якутски мертвый. Я упорно писала маме жизнерадостные письма. Ты ведь знаешь, как я люблю путешествовать. Вот и сейчас я рада, что из Владивостока мы поедем дальше. Так начиналось мое письмо, отправленное с транзитки через Волю. Из Магадана я тоже посылала ей через своих гостиничных друзей довольно складное описание северной природы, заканчивавшееся неизменно предположениями, что, мол, наверное, скоро поедем дальше. А она, бедная, писала в ответ: «Все смотрю на карту и удивляюсь, куда же еще можно ехать дальше». Эти ее слова я все время вспоминала во время этапа из Магадана в Эльген. Действительно, вроде дальше было уже некуда, а мы все ехали и ехали, вернее нас, окоченевших, сгрудившихся, как овцы, по дороге на бойню. Все волокли и волокли в открытых грузовиках. И, казалось, не будет конца этим снежным пустыням, этим обступившим нас сахарным головам сопок. Как всегда, в начале пути кое-кто еще делился литературными ассоциациями. Слышались чьи-то возгласы о Джеке Лондоне и Белом Клыке, об Аляске. Но очень скоро все замолкли. Всех охватило оцепенение и от стужи, от сознания, что случилось-таки то, чего все боялись, что везут-таки нас в тот самый Эльген, что висел над нами дамокловым мечом все магаданские 8 месяцев. Было 4 апреля, но мороз стоял 40-градусный, с ветерком. Приближение весны сказывалось только совершенно ослепительным великолепием чистого снега и разноцветного сверкания на нем солнечных лучей. От этого зрелища нельзя было оторвать глаз. Увы, мы тогда еще не знали, что слово «ослепительный» в этом случае надо понимать буквально, что сказочная эта красота коварна, а пресечение ультрафиолетовых лучей на этом снегу слепит по-настоящему. Страшные острые конъюнктивиты и ожоги глаз ждали еще нас впереди. Ощущение края света и удаления от человеческой цивилизации не покидало нас всю дорогу, вызывая страшную тоску. Честное слово, я не удивлюсь, если сейчас вон из-за той сопки выйдет мамонт. Шепчет мне, стуча зубами и пытаясь еще больше сжаться в комок, моя соседка по машине. Я не переспрашиваю. Вот именно, мамонт. Мне тоже кажется, что мы едем не только далеко от наших городов, но и далеко назад от нашей эпохи, прямиком в пещерный век. Густой слоистый туман стоял над Эльгеном, когда наши машины въехали на его главную магистраль, где разместилось низкое деревянное здание управления совхоза. Был час обеденного перерыва, и мимо нас по направлению к лагерю шли длинные вереницы работяг, окруженных конвоирами.
Белые дубленые полушубки конвоиров мелькали, как светлые блики на сплошном сером фоне. Все работяги, как по команде, поворачивали головы в сторону нашего обоза, и мы тоже, стряхивая с себя этапное оцепенение, напряженно вглядывались в лица своих новых товарищей. Говорили, что в Эльгене одни женщины. Но вот они. Как ты думаешь, не мужчины ли это? Похоже. Впрочем, сначала мы подшучиваем друг над другом. Вот дожили, мужчин от женщин отличить не умеем. Ой, баб, ой, нет, как чичка по плюшке. Но чем пристальнее всматриваемся в проходящие шеренги работяг, тем больше становится не до шуток. Да, они бесполы, эти роботы в ватных брюках, тряпичных чунях, в нахлобученных на глаза малахаях, с лицами кирпичными, в черных подпалинах мороза, закутанными почти до глаз какими-то отрепьями. Это открытие сражает нас. На многих вроде давно и окончательно. В высохших глазах снова слезы. Вот что ждет нас здесь. В этом Эльгене мы, уже потерявшие профессию, партийность, гражданство, семью, потеряем еще и пол. Завтра мы вольемся в призрачный марш этих странных существ, что проходят сейчас мимо наших машин, хрустя окаменелым снегом. Эльген по-якутски мертвый, разъясняет одна из присоединенных к нашему этапу штрафниц. Она уже была здесь, чудом вырвалась назад в Магадан, а теперь вот снова погорела на связи с Вольным. Она показывает нам агробазу, конбазу, маячащую в отдалении молферму. Но эти веселые энергичные слова так не вяжутся с общим пейзажем, что мы пропускаем их мимо ушей. А вот Эльген по-якутски мертвый — это напрочно оседает в сознании. Правильно назвали якуты. Вот она, зона. Колючая проволока, симметричные вышки, скрипучие ворота, алчно разинувшие зев навстречу нам. Ряды приземистых, крытых рваным толем бараков. Длинная дощатая общая уборная, поросшая торосами окаменелых нечистот. И все-таки мы рады, что приехали. Как-никак, становище. От недвижного дыма над отведенным нам бараком тянет жилым, обитаем. И приходит мало-помалу чувство нестерпимой безоружности и обнаженности, какое охватило всех в этом ледяном этапе, в тисках ослепительной доисторической тайги. И вот мы уже стоим, сгрудившись около раскаленной железной бочки, на которой успокоительно булькает кипящая в огромном баке вода. Пахнет сохнущими портянками и поджариваемыми на печке ломтями хлеба. Жилье. Понемногу разматываем свои тряпки и скрюченными, как бы стеклянными пальцами вцепляемся в полученные пайки хлеба. В этот тяжелый момент судьба послала нам одного из тех людей, которые для того, наверное, и рождаются на свет, чтобы быть утешением окружающих. Это была дневальная барака Марья Сергеевна Догаткина. Простая, поворотливая, чернявая, 50-летняя женщина с теми самыми интонациями московской просверни, которые умиляли еще Пушкина. Нет, она и не думала говорить нам ласковые слова. Наоборот, она все время кого-нибудь поругивала. «Дверь-то разве так закрывают?» — шумела она, ныряя в густое облако морозного тумана, клубящееся у входа в барак. И после ее вмешательства перекошенная, обледенелая дверь как-то становилась на свое место, сберегая тепло. «Да разве так просушишь?» — комком сунула. «Плохо тебя мама не учила». Упрекала она кого-то и, отняв тряпку, ловким движением расправляла ее и развешивала около печки на веревке, где, казалось, уже невозможно было пристроить что-нибудь. «Ты чё это хлеб-то такими кусищами глотаешь, как чайка? Разве так будешь сыта?» Ишь, набросилась, точно нападает на пайку. «Дай-ка сюда, я поджарю». И Марья Сергеевна ловко натыкала кусок чьей-то пайки на специально приспособленный железный вертел, мгновенно опаляла его на раскаленной железной бочке и отдавала владелице горячий кусок, благоухающий священным запахом печеного хлеба. Вот так-то сытнее будет. Как вьюн скользила она по бараку, каждого отделяла своим опытом, своим трудом,
своим требовательным и доброжелательным материнским словом. И вот уже кажется, что мы все гости, Марья Сергеевна. Плохое, конечно, жилье у нашей дорогой хозяйки, да и стол не богат, но зато нам всем ясно, что чем богаты, тем и рады. И как-то сама она вроде и не заключенная, хоть и статью имеет, антисоветская агитация. Настолько хозяйские у нее взгляды и движения, каждый из которых направлено на то, чтобы кому-то сделать легче, переносить. С утра вас ждала, снега-то побольше натаяло, вкусный кипяточек. Пейте от души, согревайтесь. Кружку кого нет, баночки вон там на полочке берите. И про уборную не томитесь, на улицу ночью не бегайте, хватит, намерзлись. Вон я в уголку ведро большое приспособила. Вынесу тихонько утречком, надзора не заметит. Да не сокрушайтесь сильно. Эльген, да Эльген. Не так страшен черт, как его малюет. Я вон уж 3-й год здесь, а жива. Спите себе, утро вечера мудренее, поздно уж. Ходит сон по лавочке, а дремот по избе. Я даже вздрагиваю от радости. Это слова из песенки, которые наша няня Фима баюкала маленького Васю. И я засыпаю на верхних нарах с каким-то странным чувством покоя и прочности очага. Сквозь сон слышу, как Марья Сергеевна подметает пол, звякает ведрами, чудодейственно превращая барак эльгенской зоны в деревенскую избу. Хоть в грязную, нищую избу, где шуршат черные тараканы, но где все же пахнет домовитостью и печеным хлебом, где близко к вечеру по избе ходит дрема. Сон сладко наваливается на меня. Я слышу голос няни Фимы, качающей моего младшего сыночка. Где она его найдет, тут-то спать укладет. Только на утро грозная реальность снова ощеривается на нас. Опять возникает слово «этап». Как? Значит, и отсюда еще есть куда ехать. А как же? А Мылга? Она считается штрафная для Эльгена. А то есть еще известковая, так та штрафная для Мылги. А лесоповал? Сколько точек в тайге, по сравнению с которыми этот барак дворцом покажется. А лет придет сенокос по кочкам. Ну, то еще дожить надо. Марья Сергеевна не из тех, кто любит сказки сказывать. Что есть, то есть. Глаза закрывать нечего, надо правду знать. А пугаться-то все равно нечего. Везде люди. И на лесоповале живут. Не все бригадиры звери, есть и ничего. Статьи-то у вас больно аховые. Тюрзаки ведь вы. Хуже КРТДшников, говорят. Ничего, обомнется. Привыкнет начальство. Сначала-то и КРТДшникам пикнуть не давали, а теперь вон одну даже завбани поставили. Да, мы попали на Эльген, на штрафную командировку, но не за провинности, а просто по статье, как тюрзаки. А другие здесь почти все за что-нибудь. Чаще здесь самые отъявленные рецидивисты, оторвы, а еще мамки. Чего-то начальство так подумало, что здесь самое, что ни на есть место, подходящее для младенчика. Право. Деткомбинат построили. Зона для заключенных деточек. Ну и мамок тут полно. Которые младенцы выживут, тех уж из ружья не убьешь. Мамки, этим собирательным именем, обозначались все заключенные женщины, пойманные на запретных любовных связях или уличенные в беременности. По отношению к ним строгие меры пресечения сочетались с некоторым даже гуманизмом, что ли. Несколько раз в день раздается специальный сигнал с вахты «На кормежку!». И те же, закутанные в тряпье бесполые фигуры, разобравшись по пяти, торопливо топают под охраной тех же дубленых полушубков в деткомбинат, где каждый выдается на руки ее младенец. Перед младенцем стоит замысловатая задача – вытянуть несколько капель молочка из груди той, которая питается эльгенской паечкой, работает на мелиорации. Обычно уже через несколько недель лагерные врачи констатируют прекращение лактации, и мамка отправляется в этап на лесоповал или сенокос, а младенцу предлагается отстаивать свое право на жизнь при помощи бутылочек Б-риса и С-риса. Так что состав мамок страшно текуч, все время обновляется свозимыми со всей Колымы грешницами. «Вот это так охрана материнства и младенчества», — восклицает Нина Гвиняшвили, увидав впервые развод мамок в окружении солдат с винтовками наперевес. Но все подробности насчет детского городка и материнских радостей на Эльгене мы
узнаем позднее. А сейчас мы снова, после короткой передышки в бараке Марьи Сергеевны, наэлектризованы до предела слухами об этапах, ползущими из Урча, учетно-распределительная часть. Там, говорят, уже полным ходом составляют этапные списки на лесоповал. Слухи о том, где всего страшнее, разноречивы. По одним сведениям, на 7-м километре можно продержаться дольше, чем, скажем, на 14-м или на Змейке, поскольку конвой не очень сволочной. По другим, наоборот, на 7-м можно скорее дать дубаря, там только слава, что в бараке, а холодина в них, как в лесу. Галя Стадникова отваживается обратиться с вопросом к начальнику режима. «Скажите, пожалуйста, я не могу рассчитывать на работу по специальности. Я фельдшер-акушерка». Режимник криво усмехается и отчеканивает: «Для ваших статей у нас 2 специальности – лесоповал и мелиорация. Мне достался 7-й километр. Список смешанный. Группа наших тюрзаковок, но есть и эльгетские сторожилы. Среди них и те, кто пляшет и поет, то есть блатные, и несколько человек православных христианок, религиозных колхозниц из Воронежской области. Этих везут на 7-й как штрафниц за отказ от работы по воскресеньям. Целый час стоим у вахты, пока начальство о чем-то тихонько припирается. На вахте сидит начальник санчасти Кучеренко, меднолицый, коренастый человек с наружностью пожарника Кузьмы. Его почтительно именуют доктором, хотя он, как выяснилось в дальнейшем, ротный фельдшер. «А если падешь в пути, — говорит он громко так, что нам слышно, — посмотрите, тюрзаки-то как одеты». Да, мы снова хуже всех. На колхозницах какие-то чудом уцелевшие собственные грубошерстные шали. У некоторых блатнячек даже полушубки, а мы полностью казенные, без единой своей тряпочки, и чуни наши разлезаются, а в дыры набивается снег. Позднее мы узнали, что есть-таки такая формула официального гуманизма: одет и обут по сезону. И в какие-то периоды, когда падеж зэка превышал установленные нормы, работников санчасти начинали тягать по этому поводу. В данном случае представитель гуманного ведомства, оказывается, переносил неприятности как раз такого типа, почему и возражал против нашего пешего этапирования. Больше часа стояли мы у вахты возле ворот Коченея, ожидая исхода начальственной дискуссии, слушая пение блатных. Пританцовывая, они вопили: «Сам ты знаешь, что в субботу мы не ходим на работу, а у нас субботка каждый день. Ага!» Наконец, ура! Гуманное начало одержало верх. Кучеренко удалось доказать очевидное: мы действительно одеты, обуты не по сезону. И вот нас везут, тащат на прицепах к тракторам, поскольку никакой другой транспорт не может пробраться к 7-му, лежащему в стороне от трассы, в глубине почти нехоженной тайги. Едем. Через буераки и лесные протоки, через проклятие конвоя и матершину блатнячек. А 7-й-то, видно, довольно условно назван. С гаком. Безусловно, с гаком, да еще с большим. Навстречу ни человека, ни зверя. И зима, зима. Хоть это и апрель. Апрель 40-го года. Глава 8. На лесоповале. Наш бригадир, блатарь Костик, по прозвищу Артист, существо довольно просвещенное. В какой-то период своей бурной жизни он подвязался во вспомогательном составе провинциального театра, поэтому он знает такие замысловатые словечки, как буфонада, кульминация, травести. Это придает его матершине неповторимо своеобразный оттенок. На наш этап смотрит абсолютно безнадежно. Он ходит вдоль нашего строя, как полководец перед боем, и с глубоким огорчением рассматривает этих вооруженных пилами и топорами оборванцев. Да, видно, придется ему по личным делам в Эльген таскаться. Из кого тут выбрать? Блатнячек он не выносит, человек он чистоплотный, боится Венеры. Монашки, ну, те, известно, тронутые, а тюрзачки эти. Может, когда-то и были они бабами. А нынче никакой от них серьезности, доходяги натуральные. Просто говоря, травести. Костик поправляет челочку на лбу и напевает: «Травести да травести, не с кем время провести». Но, завидя приближающегося заведующего всеми лесозаготовками по совхозу, переключаются в производственный план.
С такими доходягами разве такую норму вытянешь? Сплошной архив А. Павел Васильевич Кейзин, зав. Лесозаготовками, с одинаковым сокрушением рассматривает и наши пилы, плохие, ржавые, без развода, и нас самих. То еще пополнение. Садистских навыков этот человек на своей нелегкой работе не приобрел, но искусством смотреть на людей как на придаток к пилам и топорам овладел в совершенстве. От наших хибарок до места работы около 4 километров. Гуськом бредем по целине, по проваливающемуся, с каждым днем все более волглому апрельскому снегу. С первых же шагов ноги промокают насквозь, а когда после обеда начинает снова жать мороз, леденеют чуни, острые боли в отмороженных ногах не дают ступить. Костик, как только остается наедине с нами, без приехавшего на денек Кейзина, без конвойных, частенько курящих грубкой у костра, так и начинает неглижировать своими обязанностями. Инструктаж по лесоповальному делу он проводит примерно так. Дерево видали? Не видали? Эх вы, Марья Ивановна, в сугробе стоит, видала? Ну, стало быть, перед пилкой обтоптать его надо. Вот так. Ему-то хорошо обтаптывать снег в его высоких фетровых бурках с фронтовски загнутыми голенищами, со свисающими на бурке по блатной моде брюками. А мы с Галей Стадниковой, моей напарницей, пытаемся повторить его движение и сразу набираем полные чуни снега. Теперь топором подрубай спереди. А сейчас с двух сторон берись за пилу и тяни. Да вы что, Марья Ивановна, пилы, что ли, отродясь, в руках не держали? Вот это так буфанада. Неужели вы всерьез думаете, что мы с Галей сможем свалить такое дерево? Не одно такое дерево, а 8 кубометров на двоих. Вот ваша норма. Слышим мы сухой деловой ответ. Не Костик, понятно, отвечает так, а подошедший зав. Лесозаготовками Кейзин. А Костик, которому только что было глубоко наплевать и на нас, и на деревья, гнусным, подхалимским голоском добавляет: 3 дня вам на освоение нормы. 3 дня пайка идет независимо, а с 4-го дня, извини, подвинься. По категориям от выполнения нормы. Как потопаешь, так и полопаешь. 3 дня мы с Галей пытались сделать немыслимое. Бедные деревья. Как они, наверное, страдали, погибая от наших неумелых рук. Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого? Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично, мысленно обвиняя друг друга в неловкости, хотя вслух никаких упреков не делали, сознавая, что ссориться — это было бы роскошью, которой мы не могли себе позволить. Пилу то и дело заносило. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось наконец упасть, а мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнул по голове, но фельдшер нашей командировки отказался даже йодом прижечь ссадину, заявив: «Старый номер, освобождение с 1-го дня захотела». Мы внимательно наблюдали работу воронежских религиозниц. То, что они делали, казалось нам черной магией. Как аккуратно и быстро получается у них подруб. Какие размашистые, согласованные движения приводили в действие их пилу. Как покорно падало в нужную сторону дерева к ногам тех, кто с детства знал физический труд. Если бы нам дали немного опомниться и накормили досыта, кто знает, может быть, и мы схватили бы когда-нибудь эту неуловимую норму. Но в это время командира нашей вохры, по общим отзывам не очень сволочного, перебросили на 14-й. А сюда был прислан тамошний. Этот злодей прибыл сюда с несколькими своими злоденятами. И начался режим на уничтожение. Не курорт. Это уже хорошо знакомый нам формулы, и он начал свое княжение. Норму питания по выработке. За саботаж карцер. В нем было что-то общее с ярославским Коршунидзе. Правда, ничего кавказского не было в этом белобрысом, порченном оспой лице. Но привычная та гримаса, в которую он, говоря с нами, складывал губы, придавала ему это фамильное сходство. Все заметили. Просто брат Коршунидзе. Ну, хоть не родной брат, так двоюродный. Кузен. Так кузеном и звали его между собой. Ранним утром, часов так с 5, мы поднимались ото сна. Бока нестерпимо ныли. Никаких вагонов здесь не было, а сплошные нары были сколочены не из досок, а из так называемых кругляшей. Необрубленные сучки впивались в тело.
Каждое утро начиналось с ощущения томящей пустоты внутри. Его надо было колоссальным усилием преодолеть, чтобы встать и сделать первое жизненное движение, подойти к железной печке и отрыть в куче наваленных вокруг печки вонючих тряпок свои портянки и рукавицы. Это было не так-то просто. Ведь впервые после джурмы мы находились в одном помещении с уголовными, а это осложняло каждый шаг. Девкам ничего не стоило схватить чужие, более крепкие портянки или чуни, оттолкнуть от печки, вырвать из рук более острую пилу. А никаких жалоб наш кузен не принимал. Он был полностью повернут, так сказать, лицом к производству и очень доходчиво объяснял нам на разводах и поверках, что никакой уравниловки быть не может, и бросать народный хлеб на контриков и саботажников, не выполняющих норму, он не намерен. На все же вопросы, связанные с поддержанием нашего существования, у него была в запасе какая-то особо выразительная гримаса и все та же короткая формула «не курорт». Так вошел в нашу лесную жизнь великий голод. Кто его знает, Костика-артист, может, он и смилостивился бы над нами и стал хоть понемногу приписывать нам проценты. Но кузен поставил дело иначе. Он сам контролировал своих злодеянят, чтобы они гоняли нас от костров и проверяли работу бригады. И когда Костик приходил с длинным метром замерять наши дневные достижения, за спиной у него стоял стрелок, так что даже при желании Костик не мог ничего для нас сделать. 18% на сегодняшний день, вот и вся ваша кульминация, мрачно говорил Костик, и, косясь на стрелка, выводил эту цифру против моей и Галиной фамилий. Получив по выработке крошечный ломтик хлеба, мы шли в лес, и еще не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости. Все-таки этот кусочек мы делили на две части. Первую съедали утром с кипятком, вторую в лесу, посыпая его сверху снегом. Правда, Галя, бутерброд со снегом все-таки больше насыщает, чем пустой хлеб. Ну, еще бы. Первую неделю голодного режима мы все еще шутили иногда. Например, практиковалась такая игра. Вот еле волоча ноги, мы бредем с работы, сгорбленные, шелушащимися коричневыми лицами, в немыслимых лохмотьях. Вот тут и начинается сочинение великосветской хроники. Вроде некий бульварный листок капиталистического мира живописует светские развлечения какой-то группы фешенебельного общества. Веселой кавалькадой возвращались дамы со своего увлекательного лесного пикника, куда они отправились минувшим утром из замка Эльген в долине Тоскана. Эльген считался тосканского района. Звонкие голоса дам оглашали тенистые уголки парка. Особой элегантностью отличался костюм амазонки, которым поразила всех русская княжна Затмилова. Заплаты на ватных брюках Гали Затмиловой действительно превосходили все возможные своим причудливым видом. Головной убор баронессы фон Аксенбург, это сплав двух моих фамилий, скопированный с лучших моделей Пакена, по-видимому, явится эталоном моды предстоящего весеннего сезона. В замке дам ждал великолепный обед со свежими омарами, сервированный внимательным и опытным мажордомом кузеном де Коршунидзе. Как ни странно, но такая болтовня в первые дни нашего голодного режима еще как-то поддерживала, утешала, укрепляла сознание, что мы люди. Но скоро стало не до шуток. Кузен пустил в ход свое второе оружие. Теперь невыполнение нормы расценивалось как саботаж и каралось не только голодом, но и карцером. Прямо из леса нас, не выполнивших норму, а не выполнили физически, не могли выполнить ее почти все наши тюрзаки, вели не в барак, а в карцер. Трудно описать это учреждение. Неотапливаемая хижина, скорее всего, похожая на общую уборную, поскольку для отправления естественных потребностей никого не выпускали и параши тоже не было. Почти всю ночь приходилось так простаивать на ногах, так как для сидения на 3 сколоченных кругляшах, заменявших нары, выстраивалась очередь. Нас загоняли туда прямо из леса, мокрых, голодных, часов 8 вечера, а выпускали в 5 утра прямо на развод и опять в лес. На этот раз казалось уже не уйти от нее, от постоянно настигающей нас смерти. Еще капельку и догонит, а мы уже так задыхаемся, убегая от нее. По крайней мере, я,
увидя свое туманное отражение в куске разбитого стекла, найденного Галей, сказала ей словами Марины Цветаевой: «Я такую себя не могу любить, я с такой собой не могу жить, это не я». И Галя не стала возражать, что, мол, ты, только посмотрела сухими глазами и сказала: «Хоть бы он малыша не бросил, это она о своем муже, он у нее как-то не попал, уцелел на воле». Глава 9. Спасайся, кто может. Сначала мы пытались спасаться сами, то есть, собственно, идею подал Костик артисту, которого, видимо, было все же не злое сердце. «Доходите?» — осведомился он как-то у нас с Галей, воспользовавшись отсутствием конвоира. «Тихонько доплываете, стало быть, и лапки кверху. И вся ваша мизансцена, да? А что же можно делать еще, бригадир? Проинструктируйте. Соображать надо. Колыма-то она на 3 китах держится. Мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе более подходящий», — загадочно сказал Костик. Но это была только теоретическая подготовка. Практический урок мы получили от нашей же тюрзачки Полины Мельниковой. Она была в числе немногих каким-то чудом выполнявших норму. Работала она одна, без напарницы, пилой-одноручкой. Однажды наши участки оказались рядом. «Смотри», — сказала мне Галя, показывая на Полину. «Настоящий памятник Гоголю». Да, очень похоже. Сгорбившись и закутавшись в свои тряпки, она уже больше часа неподвижно сидела на промерзшем пне, отбросив пилу и топор. Когда же это она норму выполняет, если так сидит? Оказывается, норма у Полины была уже схвачена. Припертая нами к стене, она, быстренько озираясь, нет ли поблизости конвоя, объяснила нам технику дела. Кругом-то ведь штабеля. Ну, старые штабеля, напиленные прежними этапами. Полно ведь их тут, и никто не считал сколько. Ну и что же? Ведь сразу видно, что это старые и не свежеспиленные. А что их, собственно, отличает? Только то, что срезы у них потемневшие. А если от каждого бревна отпилить маленький ломтик, то срез будет самый, что ни на есть, свеженький. А потом переложить штабель на это же место, только камляками в другую сторону. Вот и норма. Эта операция получила у нас в дальнейшем название «освежить бутерброды». Она дала нам передышку. Мы немного видоизменили методику Полины. Основание штабеля мы делали из своих, нами спиленных деревьев, затем оставляли пару сваленных, но еще не распиленных деревьев, чтобы была видимость разгара работы. А потом принимались таскать бревна со старых штабелей, спиливая с них ломтики и укладывая в свой штабель. Таким образом, из 3 китов Колымы избрали пока 3-й, туфту. И чтобы не отступить от принципа полной правдивости, добавлю, что совесть нас нисколько не мучила. Трудно сказать, догадывался ли Костик об источниках нашего трудового подъема, но молчать он молчал. Передышка кончилась неожиданно. Мы еще не успели хоть немножко окрепнуть от целой 100-процентной пайки, отдохнуть от карцера, как на наш 7-й нагрянули тракторы для вывоза заготовленных дров. В течение 3 дней наши резервы для выполнения нормы оказались исчерпанными. Кузен пришел в бешенство, узнав, что мы опять перешли на 18-20%. Туфта теперь обратилась против нас. Ведь могли же, когда хотели, 100% вырабатывать, а теперь опять за саботаж, сгною в карцере. Много раз за 18 долгих лет наших страстей мне приходилось бывать наедине с подошедшей совсем вплотную смертью. Но привычка все равно не выработалась. Каждый раз все тот же леденящий ужас и судорожные поиски выхода. И каждый раз мой неистребимый здоровый организм находил какие-то лазейки для поддержания еле теплящейся жизни. И что важнее, каждый раз возникало какое-то спасительное стечение обстоятельств, на первый взгляд абсолютно случайное, а по сути закономерное проявление того великого добра, которое, невзирая ни на что, правит миром. На этот раз спасение от неминучей эльгенской лесоповальной смерти первой начала приносить брусника. Да, именно она, кислая, терпкая северная ягода. Да не та брусника, что появляется, как ей положено здесь в конце лета, а брусника подснежная, оставшаяся от урожая прошлого года, отоспавшаяся в сугробах таежной 10-месячной зимы и теперь выведенная из тайников осторожной бледной рукой колымской весны. Шел уже май,
когда я, обрубая сучья на сваленной лиственнице и низко склонившись к земле, впервые заметила на исходящей паром проталинке возле свежего пня это чудо красоты, это совершеннейшее творение природы, уцелевшую под снегом веточку брусники. 5-6 ягодин, до того красных, что даже черных, до того нежных, что сердце разрывалось от боли, глядя на них. Как и всякая перезрелая красота, они рушились при малейшем, даже самом осторожном прикосновении. Их нельзя было рвать, они растекались по пальцам коралловым соком. Но можно было лечь на живот и брать их прямо с веточки пересохшими, обветренными губами, осторожно раздавливать языком на небе, наслаждаясь каждой в отдельности. Вкус их был непередаваемый. Настоящее старое вино, которое чем старее, тем сильнее. Разве можно было сравнить этот вкус с кислятиной обычной брусники? Здесь была сладость и аромат перенесенных страданий, преодоленной зимы. Какое открытие! Первые несколько веточек я объела одна, и только после обнаружения третьей во мне проявился человек. «Галя, Галя!» — кричал я потрясенным голосом. «Брось топор, скорее сюда, смотри, тут золотисто-грезный черный виноград». Да, отлично помню, именно этими северянинскими изысками я обозначила свою находку. Теперь мы шли утром в лес не с отчаянием, а с надеждой. Мы уже установили, что растет брусника больше вокруг пеньков, на кочках, и мы находили ее почти ежедневно. Мы всерьез считали и с горячностью убеждали друг друга, что эта ежедневная горсть живого витамина здорово укрепила наше здоровье, и голова вроде меньше стала кружиться от голода, и разрыхленные цинготные десны стали меньше кровоточить. Очень поддержали нас в ту смертельно опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьез, без туфты, выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего 7-го километра, кузен и слушать не стал, когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника. «Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только уважьте. Никаких религиозных праздников мы не празднуем, и агитацию вы мне тут не ведите. С разводом в лес, и попробуйте только не работать. Это с вами там в зоне чикаются, акты составляют, да опера тревожит. А я с вами и сам управлюсь по-рабочему». И этот злодей дал своим злоденятам конкретные указания. Мы увидели все это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя нынче «Пасха, Пасха, грех работать», их выгнали прикладами. Но, придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, степенно расселись на все еще мерзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры, очевидно выполняя инструкцию кузена, приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду, выступавшую на поверхность лесного озерка, еще скованного льдом. Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино. «Что вы делаете?» — кричала она на стрелков, и голос ее срывался от гнева. «Ведь это крестьяне! Как смеете вы восстанавливать их против советской власти? Жаловаться будем, и на вас управу найдем!» В ответ угрозы и даже выстрелы в воздух. Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка. Для религиозниц физическая, для нас моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича. Карцер в ту ночь был забит так, что даже стоять было трудно. И тем не менее ночь прошла незаметно. Все время шел спор между нашими, как расценивать поведение воронежских, фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести, называть их безумными или восхищаться ими. И самое главное, волнующее, смогли бы мы так? Спорили так жарко, что почти полностью отвлеклись от голода, изнурения, вонючей сырости карцера. Интереснее всего, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела.
и норму уже на следующий день они выполнили на 120. Иногда в попытках спастись от настигающей нас гибели некоторые наши пытались найти защиту у местного лекаря. Его отношение к медицине отлично укладывалось в слово «коновал». Причем не в переносном, а в самом буквальном смысле. На воле он работал санитаром на ветеринарном пункте какого-то совхоза. Такие явления в лагерной медицине были нередкими. Жил наш лекпом в уютной хавирке, примостившейся к одной из стен рубленной избы, в которой обитали вохровцы. Хавирка именовалась амбулаторией, но вход в нее нашему брату не разрешался. Услышав стук в дверь, лекарь выходил на крыльцо и совал больному в руки градусник. Так и мерили температуру, сидя на лавке возле амбулатории. Лекарь был абсолютным единомышленником кузена в отношении к контрикам. Он тоже не чикался, относился по-рабочему. Освобождение от работы давал, начиная с 38 градусов и выше. Все остальные заболевания мужественно именовал туфтой и замастыркой. Положенный же ему лимит на освобождение расходовал исключительно на блатнячек, которые расплачивались с ним то продуктами, заработанными у вохровцев, а то и натурой, так как лекпом, хоть и был уже лет 50, но еще вполне бравый мужчина. И все-таки настоящее спасение пришло ко мне от медицины. Точнее, меня спас заключенный хирург, ленинградец Василий Ионович Петухов, приехавший к нам на 7-й вместе с начальником Эльгенской санчасти Кучеренко уже в июне. «Комиссовка! Комиссовка!» радостным благовестом повторялась кругом в этот день. Комиссовка — это значит для некоторых перевод на вожделенную работу в помещении, для других перевод в ОП, то есть оздоровительный пункт. А это значит вернуться в Эльгенскую зону, которая по сравнению с лесоповалом кажется землей обетованной, и недели 2, а то и 3 получать, не работая, пайку и усиленную баланду. Но даже и для тех, кто остается здесь, после комиссовки будет облегчение. Ведь комиссовки бывают неспроста, а именно тогда, когда падеж ЗК превысил установленные нормы, когда в интересах производства рабочую скотину надо немного подкормить. И опять мне повезло. Кучеренко, начальник санчасти, с ученым видом знатока, ощупав мои маслы, вдруг вышел из амбулатории, и я осталась наедине с заключенным доктором Петуховым. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. На фоне лекпомовской хавирки с топчаном, заваленным взбитыми, вышитыми подушечками, с веерами художественных открыток на стенах, я видела умное, интеллигентное лицо настоящего врача. Оно воспринималось как сигнал из навеки оставленного разумного мира. «Не ленинградка?» Пользуясь моментом, тихонько спрашивает он. «Нет, но там в Ленинграде сейчас мой старший сын, у родных». Через минуту выясняется, что мой ленинградский родственник доктор Федоров, тоже хирург, отлично знаком Петухову. «Позвольте, мальчик, лет 12-13, Алеша, да? Так я же видел его с Федоровым в начале 38-го, перед самым моим арестом. Да, действительно, у него ваши глаза». Я смеюсь и плачу, и хватаю этого незнакомого человека за руки. Он мне сейчас ближе всех на свете. Он видел моего Алешу всего 2 года назад, а я не видела своих детей уже больше 3 лет. «Я спасу вас», — решительно говорит доктор. «Что за чушь? Конечно, честно. Сравните себя хотя бы с местным медиком. А вы будете людям добро делать, своим людям. По латыни читаете, конечно. Ну и все. На Кучеренко это производит неотразимое впечатление. Ждите вызова в зону». Он выписал мне освобождение от работы на 3 дня с диагнозом алиментарная дистрофия. Я испытала волшебное счастье лежать в пустом бараке на нарах с книжкой в руках. Да, с книжкой. Ее дала мне блатнячка Лёлька. Достала у вохровцев. Она симпатизировала мне и знала, чем потешить. Это был школьный учебник истории для 5 класса. Видно, они учились в заочной школе, наши злоденята. «Боги жили на Олимпе», читаю и перечитываю я.
Они пили нектар и ели амброзию. Какое счастье лежать, не пилить, видеть, что из букв по-прежнему складываются слова. Пили нектар. Он, конечно, напоминал подснежную бруснику. А вот амброзия, какова она была на вкус? Наверное, вроде жареной картошки. К концу второго дня моего блаженства я услышала треск прибывшего из зоны трактора. Совещание. На этот раз эти зловещие слова прозвучали благовестом. Ведь мы, вызванные, знали, что уезжаем с 7-го, с лесоповала, от кузена. Ты в деткомбинат идешь, медсестрой к детишкам, добродушно сказал мне молоденький конвоир, приехавший за нами. Я готова была поцеловать его. По дороге наш прицеп отцепился от трактора и перевернул нас в ледяную, несмотря на июнь, протоку. Но разве это могло иметь значение? Ведь я опять удачно убежала от смерти. Глава 10. Здесь жили дети. Деткомбинат – это тоже зона. С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой. Но на дверях обычных лагерных бараков неожиданные надписи. Грудниковая группа, ползунковая, старшая. В первые дни я попадаю в старшую. Это вдруг возвращает мне давно утраченную способность плакать. Уже больше 3 лет сухое отчаяние выжигало глаза. А вот теперь, в июле 40-го, я сижу на низенькой скамейке в углу этого странного помещения и плачу. Плачу безостанову, вздыхая, как наша няня Фима, всхлипывая и сморкаясь по-деревенски. Это шок. Он-то и выводит меня из оцепенения последних месяцев. Да, это, несомненно, тюремно-лагерный барак. Но в нем пахнет теплой манной кашей и мокрыми штанишками. Чья-то дикая фантазия соединила все атрибуты тюремного мира с тем простым, человечным и трогательно повседневным, что осталось за чертой досягаемости, что казалось уже просто сновидением. По бараку сновали, ковыляли, визжа, хохоча и заливаясь слезами, душ 30 ребят в том возрасте, в каком был мой Васька, когда нас разлучили. Каждый отстаивал свое место под колымским солнцем в неустанной борьбе с другими. Они нещадно лупили друг друга по головам, цеплялись один другому в волосы, кусались. Они пробудили во мне атовистические инстинкты. Хотелось собрать их всех вокруг себя, стиснуть покрепче, чтобы ни один не попал под удары молнии. И причитать над ними хотелось. Опять же по нянькиному. Да вы ж мои касатики, да вы ж мои головушки болезные. Выводит меня из этого состояния Аня Шолохова, моя напарница по новой работе. Аня — воплощение здравого смысла и деловитости. Шолохова она только по мужу. А так-то немка, менонитка, с детства привыкшая к пунктуальности. Таких в лагерях зовут аккуратистками. «Послушайте, Женя», — сказала она, ставя на стол котел, благоухающий неземным ароматом мясной пищи, «если вас в таком виде заметит кто-нибудь из начальства, завтра же отошлют обратно на лесоповал, скажут нервные. А здесь нужны не нервы, а канаты. Возьмите себя в руки. К тому же пора кормить детей, я одна не справлюсь». Но грех сказать, чтобы их морили голодом. Кормили досыта, и по тогдашним моим понятиям, кажется, даже вкусно. Но почему-то все они ели как маленькие лагерники, сосредоточенно, торопливо, старательно вытирая свои жестяные миски куском хлеба, а то и просто языком. Бросались в глаза их не по возрасту координированные движения. Но когда я сказала об этом Ане, она горько махнула рукой. «Что вы? Это только за едой. Борьба за существование. А вот на горшок мало кто просится. Не приученный. Да и вообще их уровень развития. Ну, сами увидите». Это я поняла на другой день. Да, внешне они все мучительно напоминали мне Ваську в том возрасте, когда его разлучили со мной, но только внешне. Васька в свои 4 года шпарил наизусть огромные куски Щуковского и Маршака, разбирался в марках машин, рисовал отличные дредноуты и Кремлевскую башню со звездами. А эти... Что это, Аня? Они еще не говорят? Да, только некоторые 4-летки произносили отдельные несвязные слова. Преобладали нечленораздельные вопли, мимик, драки. Откуда же им говорить? Кто их учил? Кого они слышали? С бесстрастной интонацией объясняла мне Аня. В грудниковой группе они ведь все время просто лежат на своих койках.
Никто их на руки не берет, хоть лопни от крика. Запрещено на руки брать. Только менять мокрые пеленки. Если их, конечно, хватает. В ползунковой группе они все толпятся в манежах, ползают. Смотри, только не убили бы друг друга или глаза не выкололи. А сейчас, сами видите, дай бог успеть всех накормить да на горшки высадить. Надо с ними занятия проводить. Песни, стихи, сказки им рассказывать. Попробуйте. У меня-то к концу дня еле сил хватает до нар доползти. Не до сказок.